Всем доброе утро, хорошего дня всем. Вышла немножко поснимать. На улице у нас такая сухая погода. Здесь снег, такой снегопад сильный был. Снег еще не растаял, но наперед уже сказали, погода опять потепление. Вот, и смотрите, как собака у нас там, Умка, воет. Сегодня хочу его привязать сюда на трос. Трос у нас сделали 40 метров. Трос 40 метров, вот, чтобы набегалась, поразвилась здесь. Вот, сейчас я и буду прицеплять ее сюда. Ну вот, наконец-то на прогулке. Вон, смотрите, как она резвится. По снегу такая довольная. Ну вот, пусть погуляет. Конечно, будет дергать, да, чтобы ее отпустили на волю. Вон как она дергается. Ну, Умка, все? Умка, гуляйте сейчас, все. Все, шук, гуляйте, шук. Ну, дрова занесла. И сейчас захожу домой. Мы сегодня решили квасить капусту. Вот, любим квашеную капусту. Очень. Вот, и займусь я вот этим делом сегодня. Буду квасить. Всем привет, друзья! Сегодня мы квасим капусту. Квасим капусту. Я расположился, как обычно, на кухне. Но говорю, конечно, громко это сказано мы, потому что что делает Маша, конечно, там. Вот она натерла на овощерезке морковку, а потом сейчас сменит насадку и будем, рубить капусту. Но в понимании того, что рубить просто будем через овощерезку пропускать. Потому что прошлый год мы так же делали и нам очень понравилось. Я понимаю, что сейчас многие скажут, что квашеную капусту рубят. Рубят специальными инструментами, там специальные ножи есть. У нас это раньше тоже так делали. И ножи даже есть, сохранились там и с двумя ручками ножи такие, и с одной ручкой. На деревянных лотках таких рубят эту капусту. Это по старому обычаю такому. А вот мы хотим показать, как мы делаем тоже, режем уже по современному, так сказать, овощерезкой. Ничуть не хуже получается, даже лучше. Потому что овощерезка режет очень мелко такие, сразу полоски такие. И даже вот пожмякать не очень-то и надо пожмякать, чтобы сок выделился. Очень даже вкусно получается. И вот так. А я немножко поснимаю. Это все дело, как мы все делаем. Это не кому капуста, это просто квашеная капуста. Кому капуста делается по-другому. Сейчас немножко покажу, друзья. Видите, какая овощерезка. Я не знаю, там какой фирмы уже там не буду
близко снимать. Ну, она нам понравилась. Понравилось, все хорошо, рыжит. Ну, единственное, конечно, там вот горловина, она такая маленькая. И надо капусту сначала нарезать так, чтобы туда влезла. Как мясорубка, горловина такая. Видите, узкая. Снимать, конечно, вот как работает эта мясорубка. Ну, если только звук там потом по минимуму убрать, потому что она очень громко работает, и во время вот, разговаривать не получится во время того, как она работает. Ну, Маша сейчас уже будет. О, капуста такой, качан. Опять на кухне. Опять на кухне. Ну, да, сегодня день, ну, тоже, вот видите, там окно, да? И за окном, видите, снег лежит. Вон там орхидея и снег. Ну, смысл такой. Короче, разрезать качан капусту на такой части, чтобы влезла вот туда. И пропустить, и все, без проблем. Первая партия, друзья, во. Смотрите-ка, сколько намолола Маша. Сейчас немножко пожамкает, посолит, пожамкает. И вот в этот, по-моему, называется у нас пельца. Ну вот такое, я не знаю как по-русски. Кастрюля такая здоровая. Пельца. О, видите, сейчас поближе камеру поставлю, чтобы жамка не слышно было. Хрустит. Капусту брали для засолки. Нарочно для засолки. Я, Маша, твои руки снимал. Что сказала? Ну, слышно ведь было? Слышно было, да? Ну, для засолки капуста нарочно брала для засолки. То есть капуста не из нашего огорода. У нас что-то капуста не очень. Но у нас эта капуста не у нас была, а у сестры была так-то. Ну, что-то там, пару кочаной, наверное, всего получилось и все. Да и еще там покушали. Быстро это самое, да? Сок выходит. Соку. Да, будет сейчас. Еще немножко. Сочная капуста. Вот так. Ну, процесс, друзья, не хитрый. Что, потом это уже не буду там все подробно снимать. Одно и то же. Овощерезка, тазик, пожамканье, солим немножко. Солью всегда сок выходит сразу очень мощный. А, видите, сейчас, ну-ка звук. Да, уже звук уже сочной капусты. Угу. Морковь. Перемешиваем. Ну, у нас там еще есть клюква приготовленная. Перекладываем в кастрюлю, значит, вот это пельцу. По-моему, пельца называется эта кастрюля такая. Ну, вот. И все. И потом дальше. Ну, такой утрамбовывает. И сюда еще клюкву немножко. Штук 5-6 клюквинок сейчас сюда поставим.
Ну и еще. И еще следующей партией у нас есть прутики черной смородины. Вот в следующей партии уже туда немножко будем класть черную смородину, прутики эти. Сначала отобьем немножко и поставим. Вот. Ну что, Маша продолжает. На помощь к нам пришел малышка. Смотрите. Малышка. Малыш. На улице был, зашел. Ух ты. Да. Пришел. Домой пришел. А? Вот видишь, что и играться ему хочется. А? Малыш. Малышка. А мы, друзья, вернемся к нашей капустке. Это уже вторая партия. Маша там пропустила через мясорубку и жамкает опять. Вот. Морковка, вон смотрите какой красивый цвет, ну вообще придает потом. Все потихоньку, друзья, все потихоньку у нас наша кастрюля или как там наполняется. Сейчас сюда еще снова клюкву. Ну, совсем немножко так. Клюквинок. И прутик черной смородины. И вот сюда, на дно вот так. Ложим. Ой, аромат такой. Вообще, супер вкусно. Ну что, дальше потом? Ну что, Маша? Маша будет дальше заниматься этим делом. А я потом выключусь уже. Потом уже включусь, когда это все дело у нас наполнится. Все это закончится. Уже покажу потом, что еще сделаем. Капусту делала, да пришлось отлучиться немножко. Съездила. Надо было по делам съездить. Вот. А собака уже нагулялась. Вот она уже какая. Набегалась, нагулялась. Сейчас его загоню в вольер. И потом растоплю баню. И обратно начну заниматься капустой. Закончить надо. Ну что, все, нагулялась, заходим домой, да.
Так, баню растопили. А теперь придется опять начать квасить капусту. Все, пусть баня топится. Умка уже в вольере. Она отдыхает, смотрю. Он как разлеглась. Разлеглась и не шевелится. Я уже испугалась. Умерла, что ли, оказывается, еще лежит, хвостом пошевелила. Слава тебе, Господи. Я же замолкла. Вон какая она уставшая, оказывается. Глаза слипаются. Даже не реагирует ни на что. Да. Она сегодня уставшая. Вот видите, как сон ко сну тянет. Глаза сами закрываются. Бегалась сегодня. Ну и завтра тоже выпустим. Пусть бегает. А то потом воет тоже. Просится на прогулку. Ну, все. Захожу домой. Печку растопили, баню растопили, дым идет. Но мы уже заканчиваем. Последняя черея капусты. Последняя серия, это точно, да. Короче, друзья, как и обещал, включусь, я говорю, после того, как уже будем заканчивать наше квашение капусты. И вот крайний тазик такой. Опять Маша жамкает эту капусту. Вот смотрите, сколько у нас. О, не показывает. Ну вот так, если сбоку снимать. Здесь, наверное, уже понятно немножко, да? Вот. О, малышка там просится на улицу. Морковка осталась у нас еще. И потом что? Там еще немножко остались эти прутья. Это потом можно с чаем ведь также, наверное, заваривать, наверное, эти прутья, да? Если останутся. Ну, с чаем обычно листья Ну, заваривают. листья, это, наверное, тоже можно. Это... Прутики. Да. Ну, не знаю. Но аромат от них Всё равно очень будет, великолепный, наверное. да. Великолепный. Иди сюда, малыш. Не знаю, кадр попадает или нет, но малышка там, в темноте. И просится на улицу. Да, иди поздороваемся, иди. Ой. Малыш. На улице просится, иди, пусти его. К маме побежал. К маме побежал. Да? А? Он у нас любитель такой ходок. Видите, опять к двери и просится. Все. Видите, сок, друзья, выходит, да, Маша? Угу. Потом перекладываем опять. Прошлый год меньше было. Меньше сделали. Прошлый год. Ну и быстро закончилось, да? Вкусно было очень. Очень вкусно, да. Получилось в прошлом году. Это потому что Дети делали. я руководил. Так. Ну что, сейчас вот это все запрессуем немножко. Сок выходит, так ведь.
Так, запрессуем чуть-чуть. Вот. Видите, какой сок выходит. Сейчас. Вот. Сюда, клюковку сюда немножко. И еще можно небольшой путик по середке воткнуть. Так, немножко постучали по этому прутику. Громко, да, я уже этот сам стук вот этим молоточком, видите, как. И сюда вот посередке воткнули. И потом сейчас еще будем делать 3 дырочки. Прям вот. О. Раз дырочка. Вторая дырочка. О. Видите? И третья дырочка. Я не знаю, для чего это, но мама так делала всегда, а ее бабушка говорила, что так делать надо. Не знаю, наверное, сок туда собирается, да, Маша? Сок? Да. Вот смотрите, ну-ка давай, прессуй немножко. Сок выходит же, прям выходит прям сок, да. Можно гнет поставить, конечно, но видите, ну, скорее всего, мы сейчас пока так ничего не оставим, пока так пускай будет. О. И все. Вот такие дела. Все, потом это закрываем. И готово. Закрывай крышкой нашу пельсу. Как по-русски, то так и не... Целый день думал, как она называется, по-моему, это пельса. Бачок такой, да? Кастрюля. Не, кастрюля это кастрюля. Кастрюль. Это большая. Кастрюля это по-моему что? Кастрюль, давайте. А пельса это, не знаю, Да, пельса. Что он делает? ну, типа бочка это бочка. Бак. Обезьяна это облезьяна. Бак. Рабак. Короче, все. И это будет храниться у нас 2-3 дня в комнате, а потом уже будем раскладывать порционно, там в баночки, кто в холодильник, чтобы сразу покушать, и в морозилку, чтобы замерзло. Потому что на улице еще морозов как таковых нет. Так-то квашеную капусту хранят на морозе. Вот. Но у Но- нас морозильник. Ну, сейчас уже по современному Пакеты, еще морозильники, морозильник. пакеты порционно, еще это будет хорошо. И думаю, через сколько там, 2 дня пройдет, посмотрим. Прошлый год всего держали 2 дня. Я помню этот момент. Потому что потом слишком... Да, был. слишком кислый тоже не нравится. А вот надо угадать этот момент, это уже. Ну, и потом вы будете видеть, если Мы что-нибудь будем будем кушать да, квашеную готовить там. капусту, винегрет. Да, что-то Маша будет готовить, и вы увидите. Мы скажем, как на вкус уже потом получилась эта капуста. Ну что, друзья, закончили мы квасить капусту. Довольно-таки, ну, немало. Немало. Прошлый год 2 раза, наверное, меньше у нас этой капусты было. Но что хотели мы показать, что можно рубить капусту и овощи резкой. Очень даже неплохо получается. Очень мелко, такие полосочки, соломочки. И даже сильно жмякать не надо. Сок выделяется. Вообще классный вкус получается, очень отменный. Вот так. Эту капусту еще, как уже говорил, будем держать 2 дня где-то дома. Ну и будем по мере того, как она будет закисляться. Если будет через 2 дня нормально, то будем раскладывать пакетики и в морозилку. Это не коми капуста, это не капуста по коми, вернее, вот так правильно. Потому что капусту по коми варят кочаном, тоже потом вот эти листья, цельные листья прям отделяют от кочана, уже вареного кочана, и закладывают тоже вот эти такие емкости, ну, как они называются, у нас пельса называется, бочка, ну, эмалированная такая емкость, здоровая. Потом тоже туда, принцип тот же самый, тоже ложат
Это самые прутики у черной смородины тоже. Клюкву и еще вот моя мама ложила еще черный хлеб почему-то. Ну, для закисления, что ли. И это уже капуста покоми. А вот это обычная квашеная капуста. Я не знаю, у какого народа она, русская, русский рецепт или все квасят так, не знаю. Вот так. Ну что, а у нас капусту, значит, квасить закончили, и у нас впереди ждет баня. Сегодня Маша натопила баню, будем париться. Она уже готовится к бане, а я буду ее догонять. Все, заканчиваю. Всем пока, до новых встреч на нашем канале. Надеюсь, будут еще немало возможностей нам поснимать ролики небольшие, длинные, маленькие, короткие, с нашими питомцами, ролики с природы, ролики с кухни нашей. Вот так. Так что подписывайтесь, смотрите и ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока, друзья. Всем пока-пока.